Ассаляму алейкум, сайхалы достлар. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на очередной урок крымско-татарского языка. Сегодня мы будем изучать грамматику, так как изучение языка без грамматики никуда не сойдет. А именно, тема сегодняшнего урока будет называться «Повелительная форма глагола». Это как приказ, наказание. На крымско-татарском языке буйрух. Так что садитесь поудобнее и давайте начнем. Глагол повелительной формы образуется при помощи удаления аффиксов мах, мек от глаголов неопределенной формы. Например, кушать – ашамах на крымско-татарском языке. Чтобы сказать «кушай», нужно просто убрать окончание мах – аша. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Ичмек – пить. Чтобы сказать «пей», нужно просто убрать окончание мек. И у нас получается глагол ич – пей. Следующее – кетмек – идти. Нужно просто убрать окончание мек, и будет глагол кет – иди. Язмах – писать. Убираем окончание мах, и получается глагол яз – пиши. На первый взгляд кажется все очень легко и просто, но в данном примере мы разобрали всего лишь второе лицо единственного числа. А если углубиться, например, первое и третье лицо единственного числа, также множественное число, то будет намного сложнее. Давайте посмотрим табличку, которую я для вас подготовила. Данную табличку я взяла из книжки Усинова «Крымско-татарский язык». Он там также рассмотрел такие слова, как чихмах – выходить, олмах – быть, сорамах – спрашивать, этмек – делать, юрмек – ходить, сөйлемек – говорить. И мы видим, что первое лицо единственного числа. Вместо окончания мах нам нужно изменить окончание на вот такие вот. Это как аим, им, еим и им. Если же слоги мягкие, то будет буква и. Вот эти вот окончания. Если же слоги твердые, то будет стоять буква и а. Давайте посмотрим такие слова, как чихмах. Убрали окончание мах и добавили аим. Чихаим. Я выйду. Следующее. Олаим. Буду. Или пусть я буду. Сораим. Пусть я спрошу. Или я спрошу. Это им сделаю. Юриим буду ходить. Сөйлеим скажу. Следующее. Второе лицо мы уже разобрали. Мы просто убираем окончание мах и мек. Например, чихмах, чих, олмах, ол, сорамах, сора, этмек, эт, юр, юрмек, юр, сөйлемек, сөйле. Это самое легкое. И на самом деле это самое нужное для общения. И также второе лицо множественного числа самое важное для общения. Вот второе лицо вам придется выучить. А первое, третье вы тоже будете использовать, но не так часто, как второе лицо. Давайте посмотрим третье лицо единственного числа. Мы просто меняем окончание на сын, син, сун и сюн. Например, чихсын, пусть он выйдет. Сорасын, пусть он спросит. Этсын, сделает. Сөйлесин, скажет. Олсун, будет. Юрсун,
Пусть он ходит. Итак, мы разобрали единственное число. Переходим ко множественному числу. Без «мы» нужно просто также изменить окончание «мах» и «мек» на «аих», «их», «еик» и «ик». Например, чихаих, олаих, сораих, этеик, юреик, сюлеик. Второе лицо множественного числа. То, что вам будет нужно, так как если вы обращаетесь к кому-то с уважением, или же вы обращаетесь к нескольким людям, то вам нужно сказать во множественном числе. Вы меняете окончание на инес, нис, иннис, нис, унис, юнис. Например, чиханес – выходите, соранес – спросите, этинес – сделайте, сёйленис – скажите, олунес – будьте, юрунес – ходите. И последнее. Олар – они. Нужно изменить на окончание сынлар, синлар, сунлар и сюнлер. Это читаем пример. Чихсынлар – пусть они выйдут. Сорасынлар – пусть они спросят. Этсынлер – пусть они сделают. Сёйлесынлер – пусть они скажут. Олсунлар – пусть они будут. Юрсунлер – пусть они ходят. Ну вот, тема, конечно же, немножко тяжелая, но если вы выучите только второе лицо множественного и единственного числа, то это не так уж и тяжело. И данную табличку вы сможете скачать внизу в описании. Я оставлю ссылку. На этом я бы хотела закончить данный видеоурок. Надеюсь, он вам понравился. Тема, надеюсь, не была очень сложной. Но, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, можете мне писать в комментариях. Также можете писать мне в Инстаграме. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. И вам спасибо большое за просмотр. И мы увидимся на следующей неделе. До скорых встреч. Курюшкенджи. Пока-пока.